Мне интересен взгляд тибетской медицины, науки Соварикпа на вот эту модную сегодня тенденцию, скорее всего навязанную в свете экономической выгодности для больниц проведения операции кесарева вместо обычных родов. Вот какой взгляд с точки зрения, вот если это, ну понятно, что в тибетской традиции, наверное, кесарева не делалось, но тем не менее, как наука смотрит на это? Что касается кесарево сечения, вот у меня нет информации, проводились ли такие операции в Тибете, хотя известно, что операционный опыт, да, он был. Хирургический, я помню, да, в 8-9 века был самый расцвет хирургии. Есть инструменты, которые описаны, собственно говоря, в источниках для проведения операций. Но на сегодняшний день все прибегают к услугам западной медицины при необходимости проведения операций. Значит, что касается вот этой распространенной на текущий момент тенденции делать без показаний кесарево сечения, я могу высказать свое частное мнение на этот счет, и оно будет таковым. Сама ситуация родов в роддоме, она, скажем так, при нормальном течении родов, она просто лишняя. Известно, что когда женщина попадает в незнакомые, непривычные для себя условия, когда вокруг очень много света, много незнакомых людей, которые подходят к ней, что-то спрашивают у нее, там, трогают ее без ее разрешения и так далее. Это ситуация стандартная для роддомов. То естественное течение родов, оно замедляется. То есть медицинским языком замедляется родовая деятельность у женщины. И впоследствии это может привести, то есть не впоследствии, а, собственно говоря, через очень короткое время после того, как это произошло, это приведет к тому, что сначала женщину начнут стимулировать, то есть ей будет вводиться искусственно окситоцин, вот, и если это не поможет, то будет произведено кесарево сечение. Но это сама, скажем так, это реакция, это реакция организма на обстоятельства. Да. Это то, что называется образ жизни и нарушение рекомендуемого образа жизни, скажем так. Да. При этом я не пропагандирую подряд всем и каждому роду дома, потому что эта ситуация все-таки связана. То есть можно представить такой прекрасный дом, который похож на твой дом, в который ты пришел до родов, освоился, познакомился со всеми нянечками, со всеми врачами. С тобой приходит муж, друзья, и для тебя это место еще хорошо, что тебя там вкусно накормили до этого, чтобы у тебя было приятное воспоминание и желание туда попасть. Тогда этот эффект возможно Дело в том, что в России сейчас появляются такие роддома. Да? Да, это насколько, бывают, наверное, бесплатные такие услуги, бывают платные, но тем не менее есть то такие ситуации. То есть мамочкам полезно заранее пойти познакомиться с врачом, конечно, с медсестрами, посмотреть на эту палату, обговорить сценарий родов и так далее. Там желательно ночь, чтобы есть медицинские центры, которые предоставляют своих акушерок, потому что вообще при нормальном течении родов врач не нужен, достаточно помощи акушерки. Вот, допустим, в Англии, насколько я знаю, и в США, может быть, еще в каких-то европейских странах, я недостаточно компетентна, чтобы рассуждать обо всех, про Великобританию и про США знаю, что там роды на дому – это распространенная практика, и там как раз приезжает на дом акушерка, которая помогает, собственно говоря, занимается родовспоможением. Но она приезжает с набором первой помощи, там минимальными, даже в том числе и реанимационными приборами. И в случае необходимости она очень быстро вызывает скорую помощь, которая также очень быстро доставляет в больницу. Потому что, разумеется, роды это сложное и опасное дело. И, конечно, не надо забывать, что даже при том, что и мама здорова, и ребенок здоров, все равно могут возникнуть обстоятельства, при которых потребуется очень быстрое
очень быстрое медицинское вмешательство. И Оперативная помощь Да, да, врачей. Серьезно. поэтому нет однозначно правильного ответа, кому, Но тенденция понятна. кому Да. как рожать. Кто-то смело рожает дома, Я- кто-то да. едет в роддом и без медицинских вмешательств рожает там.